Ассалам алейкум, добрый вечер, приветствую всех. Сегодня 3 сентября 2020 года и с вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality. Всех рад приветствовать. Сегодня у нас будет очень такая объемная тема будет. Сегодня будет тема про Беслан, про террористический акт в Беслане и последующее убийство бандой Путина осетинских детей, и не только детей, взрослых тоже. И сегодня честно, развернуто я вам постараюсь об этом рассказать. Без каких-либо приукрас той или этой стороны. Все как обычно. На канале Reality вы узнаете правду, задокументированную, имеющуюся в решении Европейского суда, где, кстати, признаны в смерти детей, признаны виновными российские военнослужащие. А давайте по порядку. Так, Волк на месте, Джахар Дудаев на месте, чеченец сын, ассалам алейкум, ва баракату, ва алейкум ассалам, чеченец сын. Чеченский след, Рязанский сахар на месте. Ассалам алейкум, иджали, ва алейкум ассалам. Чеченский след. Здравствуйте всем людям, говорит также чеченский след. Волк, Аллах дал эту бойла, дерес хуль масира бойлова, волк, дал эту. Так, Iron Man, салам маршал ду аслан ваш, ва делир салам маршал гул Iron Man, маш войль. И тут. Так, Хамзат Гилаев на месте, ассалам алейкум, Нох, ассалам алейкум, всем свободным людям, ва алейкум ассалам, всех я рад приветствовать, потихонечку собираемся, и можно будет переходить. Так, как найти, ассалам алейкум, ва алейкум салам, машуаль, что это без предупреждения, с тем, вроде сегодня не твой день, хотел сказать, и я тут, это Ефранц говорит, хотел сказать, я тут так. Как найти, ва алейкум ассалам, ашуаль. Все дни наши, понимаешь? Все дни наши. Сегодня 3 сентября, и я решил провести стрим для того, чтобы рассказать об этой проблеме. Я давно хотел об этом сделать, такой объемный фильм. Я обязательно его сделаю. Сегодня я вам постараюсь рассказать все моменты и нюансы, которые вражеская нам сторона, и вражеская сторона, как выяснилось, верным, преданным осетинам России, она им тоже казалась вражеской. Если вы помните, в 1992 году, когда начался геноцид ингушей, ингушского народа, который творился руками, в первую очередь, России и русских, Кремля, одной из сторон, которая творила этот геноцид, оказались осетины, которые, конечно же, принимали участие в этом геноциде. Ну, не весь народ, но часть, говорят, по некоторым данным, это были южные осетины, в том числе. Ну, и на много десятилетий между ингушами и осетинами был вбит клин. Надо отметить, что осетины всегда были надежным форпостом России на Кавказе, как и Армения. И осетин сделали такими мальчиками для отвода. Вот сейчас как Кадыров является, да? Хотя Кадырову там какие-то блага полагаются, но осетины, как мы знаем, очень бедная республика. Им разрешалось какое-то время заниматься самопальной водкой. Но так, если кто поедет в Осетию, то может понять, что это очень далеко не богатый субъект России. Но это все меркнет по сравнению с тем, что сделали русские под конец, отплатив благодарностью осетинам. И я бы хотел бы именно, не упрекая осетин, что вот не злорадствуя, да, что вот вам таким верным служакам России вам отплатили такой черной неблагодарностью. Нет, ни в коем случае никакого злорадства нет. Наоборот, осетины это уже исторически сложившаяся кавказская нация.
входящие в нашу большую кавказскую нацию народ, которым никуда не деться с Кавказа, которые будут жить всегда на Кавказе, будут нашими соседями, я надеюсь, добрыми соседями. Просто я бы хотел бы напомнить осетинам, что с вами сделали русские, что с вами сделала КГБ, которая из огнеметов шмель просто сожгла ваших женщин, детей, стариков, которые оказались, к большому сожалению, в этой школе Беслана. По некоторым данным, школа номер 1 города Беслана в 1992 году являлась пыточной для ингушей, когда был тут геноцид над ингушами. Я это рассказываю не потому, что я хочу оправдать этих террористов, ни в коем случае, которые захватили эту школу. Нет этому поступку никакого оправдания, но есть объяснение, почему они туда пошли, почему среди них было много ингушей, почему была выбрана именно эта школа. И это объясняется тем, что первая школа номер 1 города Беслана была в 1992 году пыточной. Не знаю, насколько это правда или нет, но по данным ингушей, которые находились там, я читал об этом, она являлась такой пыточной. Так вот, вместо того, чтобы договариваться с людьми, которые захватили эту школу, Путин просто взял и сжег всех, кто там находился. Из огнеметов расстрелял из танков, ну и, конечно же, потом всех добили, кого только могли. Но об ситуации со школой в Беслане мы продолжим после того, как я вам сейчас сообщу парочку хороших вестей по поводу плачевного положения России, которая неминуемо движется к своей гибели. Я еще год-полтора тому назад в своих стримах говорил: запаситесь попкорном, и все будет очень интересно. Я вас уверяю, будет очень интересно. Разворачиваются события просто молниеносно, с молниеносной скоростью и очень интересные. Так, давайте сперва я вам расскажу про ситуацию. Как мы знаем, военные, да, сейчас переходим к другой теме и расскажем про отравление Навального. Как мы знаем, отравление Навального подтверждено военными, немецкими военными, и отравляющее вещество, которое было применено против Навального, названо экспертами, выявлено экспертами как новичок. Как известно, всем известно, что новичок применялся путинскими террористами в Англии против семьи Скрипалей. Чудом удалось выжить отцу и дочери, которые были отравлены двумя террористами из ГРУ. Также погибла одна женщина, случайная, и мужчина получил тяжелое ранение. Даже и в том числе и полицейский был отравлен вот этим новичком. И установлен факт. У меня есть вопросы по этому поводу. Эти вопросы, я считаю, пока я не буду задавать. Меня устраивает та версия, что Навального отравил Путин или Россия. Меня это более чем устраивает. Потому что яды — это излюбленные методы, тактика русских террористов, которые неоднократно применяли эти яды против бойцов чеченского сопротивления, против чеченских детей в школах, против девочек, против мальчиков отдельно, да, какие-то специальные яды применялись. Много наших бойцов сопротивления погибло от ядов. Некоторые люди в тюрьмах, как Лечо Борода, известный, тоже был убит. Он уже, по-моему, это были признаки полония, которым он был убит. Но все методы используют русские террористы для того, чтобы убивать своих противников, политических противников. И не гнушаются никаким
количеством жертв, да, на пути достижения своей этой преступной цели. Так вот, после того, как установлено, что отравление Навальным произошло новичком, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, заявил: сама идея стратегического партнерства с Россией умерла. Но очень важный момент, я почти сутки или двое по этому поводу писал и возмущался. Очень важный момент, это произошло не из-за отравления Навального новичком, как везде об этом пишут разные журналисты, да, и в этом особенно отличаются почему-то украинские журналисты. Они вот пишут, что вот Вольфганг Ишингер заявил, что стратегическое партнерство с Россией прекращено из-за отравления Навального. Нет, это не так. Стратегическое партнерство с Россией Германия прекратила из-за отравления Скрипалей. Это так сам Вольфганг Ишингер говорит. Из-за убийства чеченца Зелимхана Хангашвили, из-за хакерской атаки на канцлера Меркель, ну и на вообще немецкие административные учреждения. Именно из-за этого, и он не произносил ни одного слова про Навального. Да, он сказал, что потом он дает пояснение, я вам потом это сейчас, вам расскажу об этом. Все начали говорить, что именно стратегическое партнерство прекратилось из-за того, что отравили Навального. Это не так. Это не так. Большому сожалению некоторых навальнофилов, фашист Навальный не имеет отношения, или его отравление не имеет отношения к тому, что стратегическое партнерство, это очень важно. Это, господа, это очень-очень важно. Я вам сейчас поподробнее все расскажу. Так вот, что говорит явно авторитет, что говорит Ишингер, Вольфганг Ишингер. Авторитет России был подорван нападением на Сергея Скрипаля в Великобритании, убийством Зелимхана Хангашвили в берлинском Тиргартене и хакерской атаки на Бундестаг. Все. Забыли этот вопрос. И просто на этом фоне появилось сообщение, что какой-то русский оппозиционер, фашист, оппозиционер Навальный отравлен. Сейчас у него все хорошо, и поэтому я могу уже говорить о нем в таких тонах. Да? Я несколько дней выдержал паузу и не называл его больше фашистом, но теперь я буду его называть именно так, потому что Навальный фашист, самый настоящий. И его жизни сейчас не угрожает опасность. И я надеюсь, он восстановится. Но вылет у него, испарится вот этот весь его фашизм из него. Так вот, смотрите, что говорит сегодня Ишингер. Сообщает, что это не полный бойкот России из-за отравления Навального. Говорит на Deutsche Welle Вольфганг Ишингер. Так, одну секунду. Вот я вам покажу. Так, вот я вам покажу. Ишингер предостерег от полного бойкота России из-за отравления Навального. Глава Мюнхенской конференции по безопасности указал, что Запад нуждается в России во многих сферах. В то же время Ишингер призвал провести четкую грань ситуации вокруг предполагаемого отравления Навального. Так что все вот эти, кто тащится от того, что ой, сейчас такой Навальный, из-за него все это произошло, можете расслабиться, не из-за Навального. Так, дальше. Председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер высказался против тотального бойкота России из-за предполагаемого отравления известного российского оппозиционера Алексея Навального. Мы нуждаемся в России в политике в отношении климата, Украины и во многих других сферах. Мы не можем сейчас
возвести, так сказать, стену между Западом и Россией, сказал он в интервью телеканалу АРД в четверг, 3 сентября, то есть сегодня. В то же время Ишингер указал на необходимость соразмерной реакции со стороны федерального правительства Германии. «Я полагаю, нужно провести четкую грань», сказал он, пояснив, что, принимая вопрос о мерах против России, следует найти серединный путь между дипломатическими жестами и тотальным бойкотом. И так далее, и так далее. Так, по этому поводу хорошо, что он высказался, потому что я уже просто не находил себе места, потому что все сорвались, особенно почему-то это так и ярко было заметно от украинцев. Да, об этом о заявлении Ишингера сообщил Шпигель. И после этого просто все взорвались и начали обсуждать, что вот из-за Навального, Нет, не из-за Навального. Не из-за Навального, расслабьтесь. Так, пойдемте дальше. Так, по этому ситуации, о чем это говорит? Уже за полгода, первые полгода 2020 года, это до того отравления Навального, как мы знаем, выведено миллиарды евро немецких денег из России. Это напоминает эвакуацию, пишет один экономист. Это напоминает эвакуацию. Да, как мы знаем, бизнесу нужна стабильность, спокойность и условия для ведения бизнеса. И в этой ситуации, которая сейчас складывается, нет никаких условий. И наконец-то немцы поняли, что на их территории убивают людей прямо у администрации Меркель и так далее. Здесь много о чем можно говорить. Короче говоря, стратегическое партнерство закончилось. Это значит о том, что вот эти все разные, которые сюда понаехали, Якунин, да, который наворовал на железных дорогах, да, бывший руководитель железных дорог России, и другие там, Кохи, Мохи, Ходорковские, вот эти все КГБшники и ФСБшники, которые являются на самом деле ярыми врагами. Они могут одеваться в дорогие костюмы, ездить на иностранных машинах и говорить умные, красивые, демократические там какие-нибудь слова, связанные с демократией. Но на самом деле они в душе и по факту являются самыми настоящими КГБшниками. И ярыми, лютыми врагами Запада и демократии. Для того, чтобы это понять, нужно понимать психологию этих людей. Мы понимаем эту психологию, и мы пытаемся донести до европейцев и до американцев эту позицию нашу, это наше понимание. И мы будем доносить. И мы знаем, что нас слушают, нас смотрят, к нам прислушиваются, к большому счастью, к большому нашему удовлетворению. И мы будем в том же духе продолжать дальше. Так, короче говоря, на этом все. Это была хорошая новость. Стратегическое партнерство, это значит, не будет долгосрочных перспектив между Россией и Германией. Я очень надеюсь, про ту стену, которую говорит сейчас Вольфганг Ишингер, эту стену обязательно возведут. Очень я надеюсь, я буду прилагать к этому всяческие усилия, для того, чтобы эта стена неминуемо появилась между Россией и Германией. Так, давайте перейдем к другой теме. Так, я хотел бы сказать, до того, как начать вот эти события, рассказать про Беслан, которая будет нашей основной сегодняшней темой, очень важной темой. Я хотел бы вам рассказать о голосовом сообщении, которое ко мне пришло на WhatsApp. Здесь, в этом голосовом сообщении, говорится о... Сейчас, одну минутку. Так. Давайте пока я вам покажу видео, заодно посмотрим, как звук у нас, потому что в прошлый раз... Так. Одну минутку.
Так. Я вам сейчас покажу видео, вы мне сразу сообщите, есть ли проблемы со звуком или нет, с радио Машу, радио Свобода, да, если перевести на русский язык. Это отделение на чеченском языке радио Свобода, и здесь сообщается как раз та новость об убийстве чеченца, который ничего не сделал, кроме, ну, его слили, и вот этот, ну, я все по порядку, давайте я вам все расскажу. Так, сейчас я вам покажу новость на чеченском языке, и, конечно, я буду вам это переводить на русский язык, чтобы все поняли, о чем речь. Скажите, как со звуком дела? Ленинский РОВД города Грозного арестовали в центре города Джахар, бывший Грозный, Умарова Мовсара Умарова, 33-летнего. Его мама Асет сообщила об этом. Был задержан и был отправлен в нефтяной, так называемый нефтяной полк. Задержали его 18 июля 2020 года после 17 часов, в 6 часу. Ей там сообщили, матери вот этого Мовсара сообщили, что он смотрел блогера Абдурахманова. Нам потом сообщили и нас вызвали, и мы пришли в полицию. Около 10 человек военных было, и представился один Джабраилом в кабинете. Этот Джабраил предложил матери, сказал, что ее сын обязан с ними сотрудничать, с ними работать. Для того, чтобы поймать, задержать в Ингушетии и в Чечне 2 наших воинов. Много минут ей позволили побыть с сыном, ей разрешили встретиться. Она сказала своему сыну, чем становиться на колени перед ними, а именно доносить на кого-то, да, лучше умереть, потому что его призывали донести на кого-то. Вот таким способом его кто-то слил, кто-то сдал информацию, что он смотрит и так далее, и в чем-то был замешан. 18-го, сейчас далее. Если попробуешь сбежать, беги, но не стучи ни на кого, не доноси на невиновных людей ничего. Потеряешь честь ты и твои родственники. После этого полицейские сообщили, что он сбежал. Далее хотелось бы прослушать сообщение, которое есть. Оно тоже на чеченском языке. Я, наверное, его сейчас тогда постараюсь просто в 2 словах рассказать и показать саму фотографию, которая гуляла вместе с этим сообщением. Вместе с этим сообщением голосовым. Так, если можно будет разглядеть, вот это и есть Умаров Мовсар, который пропал, и, скорее всего, бежать это исключено из их лап, да, по крайней мере, бежавших нет до сегодняшнего дня. Скорее всего, с ним расправились. Об этом как раз в этих голосовых сообщениях говорит мама. И хотелось бы напомнить всем,
Не доверяйте вот этому провокатору, который заслан сюда. Не слушайте этого провокатора. Из-за этого провокатора будут погибать люди. Потому что этот человек работал в связи, и этот человек прослушивал наших партизан, наших воинов. И из-за него прослушивал Шмаков Игорь, а этот переводил ему и точно так же занимался сбором информации. А как мы знаем, огромное количество людей погибло, наших воинов, наших защитников, погибло именно из-за телефонов, из-за прослушки. Я призываю всех быть бдительными, быть аккуратными, не оставляйте никакую информацию, даже если смотрите, даже если что-то делаете, которая может вас как-то идентифицировать, как-то вас определить. Я призываю особенно молодежь, которая вообще беспечна по поводу своей безопасности, которые надеются на авось. Да, эти КГБшники, эти продажные клопы с русского ватника под разными там группировками, ГРУ, это кадыровцы, МВД или так далее, ФСБ, эти люди, они не всесильны, они не все знают. Но я вас уверяю, если они долго за вами следят, и вы совершаете ошибки, вас могут вычислить. Будьте осторожными, не доверяйте никому, кому вы там пишете. Потому что много под разными там никами, там разный там какой-то меч ислама, там ну, такие громкие названия у них бывают, там арабские, там они вот на этом очень сильно дурят людей. Пожалуйста, не попадайтесь на эти уловки, берегите себя. Так, вот. Также я хочу сообщить немецким властям. Я знаю, что в 2017 году я был одним из тех, который инициировал вот это расследование. И в 2018 году мы начали это расследование. Мы очень много провели работы для того, чтобы московский механизм запустил эту работу. И ОБСЕ из 16 государств запустила эту работу по мониторингу за правами человека в Чеченской Республике. Тогда было по разным данным убито до 100 человек казнено. Не просто убито, это задержанные люди, которых казнили. Непосредственно в Старопромысловском полку имени Ахмада Кадырова были казнены 13 человек. Были казнены еще очень много людей, в общей сложности до 100 человек, как я говорю. Новая газета писала о 27 фамилиях, которые были убиты и в разных местах похоронены. В том числе сжигались тела на покрышках, и останки выбрасывались в реку. Хоронились там на православных кладбищах, чтобы не искали родственники, ну и так далее, всячески избавлялись от тел. Я обращаюсь к ОБСЕ, я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки, я обращаюсь к Германии, которая очень сильно сейчас поднимает вопрос по поводу отравления новичком Навального. Я вас призываю обратить внимание на похищение и, скорее всего, не дай бог, конечно, но скорее всего убийство Мовсара Умарова, которого объявят через несколько дней, отрастет у него борода и скажут, что человек сбежал от них, так и делается, и потом он был там в перестрелке убит, скажут. То же самое сделали вот про те 13 человек, которые были казнены. Их заставлял Аслан Иризиев, как его этот рыжий убийца, и быстрый есть такой, Ибрагимов. Они казнили людей, а как они это делали? И помните, такой был Тамерлан, да, который возомнил себя великим Тамерланом, который сгорел, возвращаясь с Москвы на новом Мерседесе, попал в аварию и сгорел. Может сгорел, а может быть его по программе спрятали, поменяли ему документы. Так вот, они там что делали? Заставляли писать подписку о невыезде, и люди уже думали, что их будут отпускать. Заводили их в комнату и одного застрелили, а остальных 12 задушили альпинистским канатом. Так вот, они брали их телефоны, родственникам показывалась подписка о невыезде, мы написал подписку о невыезде, и он уехал.
их телефоны отправлялись в Сирию, и из Сирии приходили звонки, что вот мы дошли, там все отлично у нас, мы добрались, мы на джихаде, там, и так далее, и так далее. Это говорит о том, что там в Сирии у них есть свои люди, откуда отправляют, где вот среди вот разных вот этих группировок, что тоже не секрет. Пожалуйста, если кто-то воюет и кто-то принимает участие в разном сопротивлении, как кажется, да, на первый взгляд России, это не всегда так, что эти люди искренне и на нашей стороне. Очень много есть засланной агентуры именно в рядах воюющих, потому что эти люди, которым больше всего доверяют. И именно вот через это доверие выявляются вот такие люди, как Мовсар Умаров. Да, я еще раз призываю ОБСЕ, которые взяли на себя обязательства по мониторингу за правами человека во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, к большому сожалению и стыду юриспруденции вообще в целом, мониторинг только от 2017 года. Это такой плевок праву, это плевок всему миру, но к большому сожалению другого выбора нет. Поэтому прошу хотя бы вот на сегодняшний день отреагировать на похищение и бесследное исчезновение Мовсара Умарова. Так, давайте перейдем к другим вопросам тогда, на другой основной нашей теме. Так, посмотрим, как со звуком. Так, как со звуком было, господа, я пропустил. Так. Звук норм. Ага, ну значит все отлично. Если звук нормальный, то все нормально. Так, значит ничего не произошло плохого. Так, теперь давайте сейчас я посмотрю, что вы мне пишете, чтобы вы тоже принимали участие в нашем стриме. Так, walk, звук DQ. Так, звук здесь. А что ты сомневался? Так, Дмитрий Грузин. Так, Евгений. Соловьеву надо виллу строить в Антарктиде, в Италии, или сгорит от проводки, или конфискуют после трибунала. Евгений, ему нужно строить в Гааге. Да, даже ничего строить, там уже все построено. Хамзат Гилаев, так, это не мне. Ибрагим, почему провокатора Тузика никто не критикует, из-за него убивают, задерживают пассионариев? Так. Ибрагим, я его поймаю много раз на лжи и показал это в видео. Аслан, его отпустили? Нет, как найти? Его не отпустили. Я не слышал, чтобы его отпускали. Мама не говорит, что его отпустили. Мама говорит, что даже тела нет. Так, чеченский следователь Рязанский сахар. Отравление веществом типа новичок лечит введенный пациенту 2 препаратов. Антидот фосфорорганических соединений пролидоксим запускает организм синтез. Так, это очень сложно для меня. Так, Юлия Резниченко. Правда, что родственника, захватив школу, выгоняли из города? Например, маму Ходова. Зачем их трогать? В чем они виноваты? Говорит Юлия Резниченко. Юль, возможно, да, выпускали, выдворяли, я не знаю, но это распространенная практика русских фашистов, когда они возлагают всю ответственность, коллективную ответственность на родственников того, кого они там считают каким-то террористом там, и так далее, плохим человеком. Это очень распространено. Давайте тогда по порядку. Сейчас я вам тогда покажу. Прекрасно знает. Так, давайте я вам покажу. Начну с того, что матери Беслана на очередной в 2016 году акции, посвященные вот убийству их родственников, их женщин, их детей, в первую очередь. Есть такая организация «Матери Беслана».
возглавляет ее Элла Кисаева. Это очень сильная, волевая женщина, которая пытается всячески найти правду. И она не выгораживает своих или чужих. Ей нужна правда. И к большому нашему счастью, они раскопали очень много. Они провели огромную работу для установления истины. Спасибо им большое. Давайте я вам сейчас покажу ту акцию, которую они провели в той самой школе. Как вы видите, на них надеты футболки «Путин, палач Беслана». И это не случайно. Палачом Беслана, Бесланской школы, тех людей, которые находились в этой школе, признаны по решению Страсбургского суда российская сторона. Они виноваты в смерти. Те люди, которые захватили, они тоже несут ответственность, но именно в смерти этих детей виноваты те, кто из огнеметов, шмель, так называемых шмель, и из танков расстреливали эту школу. Для того, чтобы Масхадов не смог вести переговоры, и чтобы он не спас этих детей. Единственная цель, которая была для того, чтобы рейтинг Масхадова не поднялся и рейтинг Путина не упал. Об этом как раз еще говорил Немцов, покойный ныне, убитый той же бандой Путина, который говорил, что когда в Нордосте он хотел вести переговоры, ему не дали пообщаться с захватчиками школы для того, чтобы у него не вырос рейтинг. То же самое касалось по отношению к Аслану Масхадову. Чтобы расчеловечить законно избранного, всенародно избранного президента Чеченской республики Ичкерии Аслана Алиевича Масхадова. Об этом я тоже вам скажу. Но давайте посмотрим, что говорит Элла Кисаева. Знает, что здесь случилось. Сожгли заложника вместе с террористами. Сожгли! Своими глазами видела, как он оттуда залетела. Вот смотрите, откуда залетела. Первая, откуда залетает шмель. И там еще у стены была взрывчатка. Вот. После этого погиб мой ребенок. Что еще нужно для того, чтобы доказать, что именно Путин и его банда убили этих детей? Непосредственной матери. Нету более надежного свидетеля, более надежного объективного человека, как мать, которая никогда, даже под угрозом для своей жизни, не будет наговаривать на других. Именно она вот только что показывает, вот оттуда залетела, и так началась бойня, которая была устроена. И стреляли не из чего-либо, с чего стреляли из огнеметов. Огнемет, когда попадает в комнату, в помещение, да, в закрытое помещение, он просто до костей сжигает все, что там находится. В этом спортзале, вот видите, там еще вот эта шведская лестница вот на стене, вы можете видеть вот здесь. Это спортзал, они именно в этом спортзале, где братская могила была этих осетин, которые там находились. Эти люди просто так были сожжены для того, чтобы не вести переговоров. Я вам все по порядку расскажу. Будет очень интересно. Какие законы вообще в России существуют? Все против народа. Вот этот Путин тоже против народа, в конце концов. И вы все прекрасно это знаете. Все. Кого вы хотите испугать? Больше того, что мы потеряли, больше хуже не будет. Кого? Убить меня хотите? Давайте убивайте. Кого вы боитесь? А? Это видео, оно очень болезненное, очень трогательное, да, оно задевает чувство любого человека, когда мать через 16 лет
стоит в том месте, где убили ребенка, и требует правды. Через 16 лет для осетин, это не чеченцы, которые всегда воевали против России, и можно оправдать там, да, это чеченцы. Это осетины, которые всегда верой и правдой служили России. Вот что может получить тот, кто служит России. Вот так нас депортировали в 1944 году, устроили нам геноцид под видом депортации, всех наших мужчин отправив на фронт насильно, почти всех насильно, отправив на фронт, наших женщин, детей точно так же сжигали. Грузин Гвишиани сжигал в Хайбахе, 750 женщин, детей и стариков сжег. В этот день только родился, когда их загнали, их сперва собрали для того, чтобы провести какое-то собрание в конюшне, колхозной конюшне, да, как мы знаем, у всех уже были колхозы, была большой колхоз, большая такая, ангар такой был, завели в конюшню, в эту большой этот ангар, и там родился ребенок, и Гвишиани об этом знал, и его сожгли. И вместе этого ребенка, вместе с 750 людьми, в этой школе сожгли 334 человека, в общей сложности 334 человека погибло, 186 детей. Она многократно ниже цифра погибших в Хайбахе чеченцев. Но мы чеченцы, мы враги и будем всегда имперской России и любой империи врагами. Всегда. Мы знаем, за что мы идем. А за что идут осетины? И у меня вопрос к осетинам. За что осетины? За что вот самое светлое, что у вас есть, ваши дети? Почему не посчитались с вашими детьми? Да, им дали там по 100 тысяч долларов, там собрали очень много денег, чтобы попробовать замолчать. Но никакие деньги не замолчат мать. Не заставят замолчать мать, у которой погиб ребенок. Думайте, осетины, думайте, понимаете, с кем вы, за кого вы. И нужно ли вам это? Нужен ли вам Мансуров, подонок и мерзавец Мансуров, который готов лизать пятки русским, для того, даже своих детей готов сжечь в этом Беслане, в этой школе, для того, чтобы быть... Ты подонок, Мансуров. Ты самый мерзкий человек, самый подонок, который ты есть. Это так я тебе. Привет передаю по поводу Аслана Масхадова, то, что ты говорил. Так, давайте дальше перейдем по порядку. Так, сейчас одну минутку. Тут стоит напомнить, очень важно, да, Варшавская газета Выборгска сообщила, что Европейский суд постановил, что Москва не предоставила существенных доказательств, которые подтвердили бы, что 334 ребенка в Беслане убили чеченские партизаны, а не русские боевики из банды ФСБ России. Что означает, что Страсбургский суд признал вину России в резне детей в Беслане и фактически подтверждает правоту Шамиля Басаева, который изложил всю подоплеку событий в Беслане в открытом письме. Стоит тут напомнить по поводу того, как все это произошло. Теперь я расскажу со слов Шамиля Басаева. Конечно же, я должен был бы вам показать видео, где он об этом говорит, но я вам просто зачитаю то, что там говорится. По данным, по сообщениям Шамиля Басаева, сейчас одну минутку. Так, по данным письма Басаева сообщается, что касается Беслана, то действительно, если играть в политику лицемеров, я должен был промолчать или отречься от братьев. Я на самом деле не знаю, Басаев,
насколько причастен к этому. Но мы расскажем ту историю, которую рассказал Шамиль Басаев. Это захват этой школы нас подтолкнули руководители спецслужб Северной Осетии, внедрившие в наши ряды своего агента Абдуллу Владимира Ходова, оперативная кличка «Путник». Его схватили на похоронах брата Муджахида и предложили выбор: тюрьма с изнасилованием или работа на них. Чтобы войти в доверие ко мне, они помогли ему сделать несколько взрывов в Владикавказе в составе одной ингушской группы. Тогда же Ходов с подачи спецслужб Русни предложил нам шахидскую операцию с захватом парламента и правительства Северной Осетии. Но прожив около месяца среди муджахидов в Ингушетии, Ходов сам признался амиру группы, что является агентом спецслужб РУБОП и ФСБ, и заброшен с заданием приблизиться ко мне. Я встретился с ним, поблагодарил его за искренность и предложил ему дальше работать на благо ислама, став двойным агентом, после того, как он по моему совету пожаловался своему начальству, что ему мало доверяют, так как там смотрят не на слова, а на дела. Русисты помогли ему с подрывом курсантов КАМАЗа жидким газом во Владикавказе и подрывом пассажирского поезда. Так он ушел в доверие ко мне, и мы с весны 2004 года совместно со спецслужбами Русни готовили захват правительственного комплекса Северной Осетии, планируя его на 6 сентября, День независимости Чеченской Республики Ичкерия. Группу должны были встретить спецслужбы при въезде во Владикавказ и уничтожить, а Ходов должен был спрятаться в канализационный люк, как Шарапов в подсобке. Нам с 31 августа открыли коридор для активного сбора разведданных, и мы по нему зашли в Беслан, перепутав время и объект нападения. И это еще не все. У нас есть много что рассказать, и мы ждали, пока русисты закончат свое расследование в кавычках, но они все затягивают этот процесс, потому что им нечего сказать людям. Мы же и сегодня готовы к открытому международному расследованию бесланских событий. У нас есть живой участник этой операции, готовый дать показания. Мы должны, чеченская поговорка гласит: мужчина не тот, кто умеет воевать, а тот, кто знает, кто его враг. Мы должны оставить в стороне пустые разговоры и хотя бы для наших потомков оставить имена наших истинных врагов. Таких, например, как Мишка Гуцериев, который грабил нас в начале 90-х, в первую войну и сейчас, и во вторую грабит. Это он в надежде прибрать к рукам чеченскую нефть вооружил, укрепил Кафырова, дав ему в 2000-2004 годах свыше 35 миллионов долларов. Это он сегодня дал 5 миллионов долларов Алханову для укрепления его власти. Это он дал 20 миллионов долларов силовикам в Беслане. И это он обманул муджахидов в Беслане, сказав им, что штурм точно не будет. И уговорил их подпустить к зданию машины МЧС со спецназовцами. И благодарность за это осенью 2004 года получил возможность купить два нефтяных месторождения в Сибири. Сегодня мы воюем не против русского народа, а против русизма, этой человеконенавистнической, имперской, шизофренической идеологии, мутированной смеси фашизма, расизма, шовинизма и еще одного изма. Сегодня мы воюем не для того, чтобы убивать людей, а для того, чтобы отстоять свободу и независимость, свою веру и свой образ жизни. Мы с радостью готовы к соблюдению международного правила ведения войны обеими сторонами, ибо эти правила взяты из шариата. Трудности и лишения только усиливают веру и решимость мусульман. Говорит, это были выдержки. И дальше есть такой пропагандист Дудь, да, который много очень полезного говорит, но и также сообщает очень много пропаганды, которая очень укладывается в одну канву с ГБшной кремлевской пропагандой. Так вот, много кто говорит о тех событиях, которые были там в Беслане, не почему-то нам даже в Википедии говорят захват людей, захват детей и так далее, но никто не говорит причины.
Еще раз, я ни в коем случае не оправдываю. Ни в коем случае этот поступок, даже если я бы его оправдал бы, он не получился бы нисколько его оправдать. Даже если я попытался бы его оправдать, у меня это нисколько не получилось. Потому что этот поступок не может быть оправдан никем. Я понимаю тех людей, которые пошли на этот шаг. У них была надежда, что если Путина поставить в это условие, где вот женщины и дети, что вот в таком случае перестанут убивать наших женщин и детей. Я напоминаю, что в Чеченской республике Ичкерия погибло в 1000 раз больше людей, чем погибло в Беслане. В Чеченской республике Ичкерия погибло в 225 раз больше детей, чем погибло в школе в Беслане. В 225 раз. Это как те трагические 3 дня, которые были в Беслане с 1 сентября по 3. И 4 происходит новый захват школы 4 сентября. И 6 сентября происходит опять та же развязка с таким же количеством жертв. 7 сентября опять захватывается школа. И 9 сентября происходит развязка, уже с 2 школами. И так в течение всего года в Чеченской республике Ичкерия убито 42 тысячи детей. Это 2 школы, Бесланской 2 школы каждые 3 дня. 2 школы каждые 3 дня. 1,5 дня одна школа. В течение года. Вы можете представить, в каком аду находился и сейчас переживает постсиндромский вот этот военный синдром чеченский народ. И не только чеченский. И все рядом, которые с нами находятся. И те, кто проживает с нами в нашей стране, наши граждане. Ведь гибли не только чеченцы, и другие национальности тоже. Так вот, каждые 1,5 дня в течение года. Вот вы ложитесь спать, утром проснулись, Беслан. Школа Беслана. Проснулись, опять школа в Беслане. И так 2 школы каждые 3 дня. 225. В течение года 225 школ. А теперь давайте поговорим, кто больше террорист. Кто человек, который с огнеметом сжег эту школу единственную? Или те, кто захватили? Я опять же не оправдываю. Как только они захватили эту школу, я сразу подумал, они убьют и женщин, и детей. Сразу же, это произошло 1 сентября 2004 года. Первая моя мысль была, что они сожгут, они убьют всех женщин и детей вместе с этими террористами. Давайте смотрим, что же сказал Басаев Путину, который написал записку, которую передал через бывшего президента Ингушетии, первого президента Ингушетии, Руслана Аушева. Давайте я вам покажу текст, который находится на сайте pravdabeslana.ru. Кстати говоря, всем советую. Там очень много полезной информации, которую вы сможете найти, касающейся этой темы. Итак, текст записки. Владимир Путин, эту войну начал не ты. Имеется в виду многовековая война, которая идет. Но ты можешь ее закончить, если тебе хватит мужества и решимости Де-Голля. Мы предлагаем тебе разумный мир на взаимно выгодной основе по принципу независимость в обмен на безопасность. В случае вывода войск и признания независимости Чеченской республики Ичкерия мы обязуемся не заключать ни с кем против России никаких политических, военных и экономических союзов. Не размещать на своей территории иностранные военные базы, даже на временной основе.
не поддерживать и не финансировать группы или организации, ведущие вооруженные методы борьбы против Российской Федерации, находиться в единой рублевой зоне, войти в состав СНГ. Кроме того, мы можем подписать ДКБ, договор о коллективной безопасности. Хотя нам более приемлем статус нейтрального государства. Также мы можем гарантировать отказ всех мусульман России от вооруженных методов борьбы против России как минимум на 10-15 лет, при условии соблюдения свободы вероисповедания, что закреплено в Конституции Российской Федерации. Мы не имеем отношения к взрывам домов в Москве и Волгодонске, но можем в приемлемой форме и это взять на себя. Чеченский народ ведет национально-освободительную борьбу за свою свободу и независимость, за свое самосохранение, а не для того, чтобы разрушить Россию или ее унизить. Будучи свободными, мы будем заинтересованы в сильном соседе. Мы предлагаем тебе мир, а выбор за тобой. Аллаху Акбар. Подпись 30 августа 2004 года. Вот здесь внизу. Сейчас одну минутку, чтобы вы видели, я уберу себя с экрана. Вот здесь внизу. Вот. Так, пойдемте дальше. Что же происходит дальше? Шамиль Басаев предлагает прекратить войну. Ничего, никаких невыполнимых условий там нет. Тем более в 1997 году Россия подписала договор о мире и принципах взаимоотношения с чеченским государством, что было подписано двумя президентами двух стран 12 мая 1997 года между Алкашом Ельциным, президентом Алкашом, и президентом Чеченской Республики Ичкерия Асланом Алиевичем Масхадовым. Так, дальше. Перейдем дальше мы к теме. Также я хочу показать видео Шамиля Басаева, где он как раз говорит о причинах вот этого террористического акта, этого ужасного террористического акта. Так. Послушайте. Скажите, как звук и как слышно? Остановить войну, остановить геноцид чеченского народа и вывести российские оккупационные войска. Результатов Буденновска достичь не удалось, потому что русисты подготовились именно к этой операции, в отличие от Буденновска, хотя и тогда, и сейчас и офицеры, и солдаты практически те же, и методы те же. Всем кажется, что они в Буденновске войнушку играли, но в том же Буденновске один день нас штурмовали 3 раза. В течение общей около 10 часов шел штурм. И первый штурм подряд без остановки 6,5 часов продолжался. И они останавливались только для того, чтобы подвести боеприпасы. И стреляли по больнице из всего, что попадалось им под руки. И там тоже было убито ими более 132 человек. Но поэтому потом все это свалили на нас, как будто мы в городе их убили. Хотя, когда мы уже в больнице были, еще до штурма, по всем средствам массовой информации передавали, они хоронили. Общее количество погибших в городе было 32 человека, из них 24 милиционера было.
То есть оставшиеся 100 с лишним трупов, это были те гражданские, которые они при попытке штурма уничтожили и стреляли по больнице из всего, даже из БМП. Также по небу баражировали 2 вертолета, которые тоже из пулеметов расстреливали больницу. Единственная разница в том, что в Беслане они подвезли побольше боеприпасы помощнее. Вот и все, больше другой разницы нету. Правда, еще одна разница в том, что тогда в Русне более-менее была свободная пресса, и которая могла более-менее влиять на общественное мнение, что тоже повлияло. И когда руководство той спецоперации было поставлено перед выбором или полностью уничтожить больницу со всеми находящимися там, или остановить, они вынуждены были остановиться, потому что везде была пресса, и каждый их шаг уже освещался на весь мир. Но других особых отличий не было. Мы и тогда в Буденновске сказали, что мы пришли или остановить войну, или умереть там, но заставить самих русистов убивать своих граждан. То же самое было и в Беслане. Мы пришли туда не для того, чтобы там убивать людей, а именно для того, чтобы остановить войну, а если не получится, заставить само руководство Русни уничтожать своих граждан, чтобы хотя бы этим как бы отчасти заставить тот же лживый лицемерный мир увидеть суть происходящего, чтобы обнажить нашу рану, нашу боль, потому что люди не видят то, что происходит в Чечне, а видят это только когда происходят такие крупные акции в самой территории Русни. И по правде сказать, Беслан, честно, я не планировал. Мы планировали эту операцию в Москве или в Ленинграде, и по возможности хотели даже в 2 местах одновременно провести, но отсутствие финансовых средств не позволило нам спланировать эту операцию в центре Русни, и мы выбрали Осетию, потому что Осетия является форпостом Русни на Северном Кавказе, и все зло, что к нам приходит именно с территории Осетии, с молчаливого согласия его народа. Мы тоже не в восторге от того, что там произошло. И, честно сказать, я сам даже шокирован тем, что там случилось, и до сих пор нахожусь в стрессовой ситуации от этого, потому что я сам не ожидал такой жестокости от руководства Русни. Я думал, если мы проработаем все варианты, и если мы не оставим руководство Русни и лично Путину ни одного шанса на бескровное решение этой проблемы, то он не пойдет на убийство детей. Я так думал, и я, можно сказать, жестоко в этом ошибся. И Путин пошел на это еще и благодаря тому, что тот же лживый лицемерный Запад поддерживает его в этом, поддерживает бойню чеченского народа, геноцид чеченского народа. А мы вынуждены идти на такие меры, чтобы хоть как-то постараться остановить каким угодно способами геноцид нашего народа. И еще мой принцип, чем хуже, тем лучше, потому что за трудностями всегда приходит легкость, и чем труднее нам сегодня будет, тем быстрее придет облегчение, тем быстрее придет и победа. Мы обнажаем только оголенный нерв и заставляем весь мир помнить, что в Чечне еще идет война, хотя Путин лживо утверждает, что ее нету. Так, это было заявление
одного из организаторов, который, по его словам, признается, что это он, да, организовал, ну, по каким причинам, как и все это делал, он сообщает, что не хватило денег и так далее. Поэтому, как свидетель, его обязательно, ну, нужно показывать. Хотя русские пропагандоны предпочитают не говорить, да, ни про Басаева, да, замолчать. Но не получится. Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Вы никогда не сможете утаить. Никогда. Тем более с сегодняшними современными средствами, которые нам позволяют доносить эту правду. Так. Вопрос был. По поводу, как происходили события. Как я читал со слов Басаева, к ним обратился Валерий Ходов, который предложил провести террористический акт, который должен был войти в доверие к Басаеву и после этого по какому-то поводу как-то убить Басаева, помочь убить Басаева. Но, как говорит Басаев, они их переиграли. Готовились как бы захватить парламент Осетии, или там, как он говорит, по-моему, Осетии, парламент, по-моему, речь об административном здании идет речь. Но не 6 сентября они готовились, находились в лесополосе, проводили свои разведывательные разные действия. И когда нужно было уже к 6 сентября как бы подготовиться, русские готовы были взять должны были взять, захватить это здание. В это время они перепутали карты и зашли в школу. И это получило очень сильный большой резонанс такой. И Аслан Масхадов, рыцарь чести, рыцарь духа, предложил сразу же приехать на переговоры и начать вести диалог с террористами. И он единственно попросил обеспечить ему безопасность. Да, достаточно приехать президенту Чеченской Республики Ичкерия, который находился там где-то в горах Чеченской Республики или где-то, не знаю где, может на равнине, сказал, что он немедленно уезжает и он будет. Ему сказали, никакой гарантии мы вам дать не можем. Тогда Масхадов сказал, хорошо, дайте мне гарантию доехать. Просто доехать. Да, доехать и спасти детей. После этого я готов. Это значит, что потом вас убьют. Потому что вы должны будете сразиться и вы будете убиты. Масхадов сказал, я еду. Как только он об этом узнал, как только он начал заниматься этим вопросом, он сразу потребовал дать ему гарантии пройти к этим детям. Но произошло, как только уже ему сказали, и этих гарантий не даем. И тогда Аслан Масхадов сказал, я еду в любом случае, если нужно прорываться с боем, я еду. И после этого начался штурм. После этого начали просто разносить эту школу в пух и прах. Для того, чтобы не спасти детей, для того, чтобы не вести диалог. С законно избранным президентом, который никогда не был террористом, кроме как по российскому телевидению. Никогда не убивал женщин, детей, стариков. Соблюдал законы и обычаи ведения войны. Соблюдал международное право. Гуманист. Будучи военным, Аслан Масхадов был великим человеком, великим военным, полководцем, при этом был великим гуманистом. Давайте послушаем, что говорит Илларионов по этому поводу, который в то время был советником президента Путина, и после этих событий, как с его слов, он ушел. Единственное, у меня возникает вопрос, почему он вообще туда пошел, когда в 99 году были взрывы домов в 99-м и взрывали женщин, детей, стариков, и после этого 4 года шла война. Но Андрей Илларионов говорит, что он после Беслана он ушел. Давайте послушаем, что говорит Андрей Илларионов. Вопрос, значит, вот когда был Нордост, и, значит, попытка
значит, вот как бы спасти людей. Вот у нас был такой разговор. В 2004 году так получилось, что я оказался просто одним из там звеньев при попытке спасти заложников Беслана. К сожалению, наши усилия, те, кто занимался на связи между Масхадовым и Путиным, когда Масхадов предложил Я никогда не знал о вашем участии. когда Масхадов предложил свои услуги по спасению заложников, просил лишь обеспечить ему коридор безопасности для входа в Беслан и для выхода из Беслана. Ему не было дано этого, значит, и через сутки Масхадов тогда сказал, что ему не нужен коридор безопасности для выхода из Беслана, только просил вход для того, чтобы он смог спасти детей и готов был отдать себя либо в руки силовиков, либо, значит, пожертвовать собой, но спасти этих детей. Ответом ему было тоже нет. И тогда последнее его сообщение было: независимо от этого, я все равно направляюсь в Беслан, даже если мне не дают коридора, я попытаюсь сам пробиться и спасти детей. Но как только поступила эта информация, то там через час или через два, значит, федеральные войска начали штурм Беслана, видимо, и опасаясь того, что придет Масхадов и спасет людей. Вот. И вот поскольку это было не в стороне, я был непосредственным участником этих переговоров, кто какую позицию при этом занимал, какое предложение давал Масхадов, какой ответ давал Путин, это было все при мне, поэтому после этого и после особенно того, что произошло 3 сентября с убийством, массовым убийством заложников, после этого я принял решение и, собственно, сразу же подал прошение о выходе из позиции Шерпы, личного представителя российского президента в группе 8. Вот. И несмотря на то, что Путин тогда как бы сделал вид, что не услышал это или не понял, и как бы, так сказать, я принял такое решение, базируясь на эмоциях, через некоторое время пройдет, я сказал, я возвращаться на эту позицию не буду по как раз морально-политическим соображениям. Ну и затем было еще несколько историй, когда я, несмотря на то, что это не являлось моим непосредственно, не входило в портфель моих обязанностей, тем не менее по некоторым вопросам я, политическим вопросам, вот, считал возможным и необходимым вмешиваться и обращался к Путину. По некоторым вопросам, я должен сказать, по некоторым вопросам он вмешивался и даже там с некоторым позитивным вкладом. Но вот, ну, если вкратце, чтобы не тратить время на все это, есть свидетель Андрей Николаевич Илларионов, который подтверждает, Масхадов об этом не говорил, который подтверждает, что Аслан Масхадов ценой своей жизни хотел спасти женщин и детей, которые были в Беслане. Теперь я бы хотел вам показать еще уже непосредственно само обращение Аслана Масхадова на канале Низам, на канале Анзора Масхадова, сына Аслана Масхадова, президента Чеченской Республики Ичкерия. Мы много слышали информации с российской стороны, да, но мы почему-то мало слышим с нашей стороны этой информации по разным причинам. И поэтому мы будем говорить альтернативную точку зрения официальной лживой пропаганде России. Поэтому мы будем показывать Масхадова, Илларионова, других людей, которых не дуть, не вдуть, ни кто-либо другой вам не покажут, притворяясь там какими-то объективными. Давайте послушаем, что говорит Аслан Масхадов. Это тоже будет очень важно и полезно. Это на видео, видите, это Анзор Масхадов, сын Аслана Масхадова. Того обращения, которое он сделал именно после этих событий. Мы все до глубины души возмущены этим фактом, выражаем искреннее соболезнование
родственникам детей и близких. И также приносим свои извинения осетинскому народу, независимо, кто взял или кто возьмет на себя ответственность за эту трагедию, независимо, были там чеченцы или нет. Я хорошо знаю, лично знаком с президентом Северной Осетии Засоховым. Уважаемый человек, честный человек, трезвомыслящий политик. Он бы никогда не отдал начать штурм школы. Ни при каких обстоятельствах. И я уверен, что он не отдавал такой приказ. И не был согласен с теми, которые начали этот штурм. 3 числа, день штурма, утром мой представитель Великобритании Закаев разговаривал по телефону с Засоховым. И мы были уверены, что начнут... Так, одну минутку, чтобы это тоже очень важно разъяснить тут один момент. Вот если вы слышите, Аслан Масхадов говорит, мой представитель Великобритании Ахмед Закаев. Это для разных чмошников, которые рассказывают, что Ахмед Закаев сбежал, он бросил Аслана Масхадова там и так далее. Это 2004 уже как минимум до гибели Аслана Масхадова. Ну это как раз именно то время, видимо, тогда он и говорит. 2004 год, конец 2004 года. Он нам сообщает, что его представитель Великобритании Ахмед Закаев, и это на все вопросы, на все обвинения разных чмошников, которые говорят, что Ахмед Закаев сбежал, бросил Аслана Масхадова. Великобритании Закаев разговаривал по телефону с Засоховым. И мы были уверены, что начнутся переговоры, что мы сможем выступить посредниками. Хорошо зная Россию, российских руководителей, методы спецслужб России, мы и готовы были, и в том числе и я, рискуя нашими жизнями, выступить посредниками спасти этих детей. И были уверен, что мы сумеем это сделать, даже ущерб требованиям этих террористов, тех людей, которые взяли в заложники. По-моему, когда в самолете отравили Анну Политковскую и арестовали Бабицкого, уже было понятно, что будет силовое решение. Поэтому, по-моему, главное слово за президентом Северной Осетии Засоховым. Он должен сказать правду. Он должен открыть глаза своему народу, родственникам погибших. Кто отдавал приказ начать штурм? Кто виновен в гибели сотен детей? По-моему, на это у него хватит смелости и разума. Это наша правда. У тогдашнего президента Осетии Засохова не хватило ни духа, ни мужества, хотя все рассчитывали, что глава республики должен был это сделать. Но не хватило душка. Что поделаешь? Что поделаешь? Вот такие вот есть люди. Так, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Дальше я бы хотел рассказать, вот то в клипе, в нашем фильме вы увидели, как женщина, которая проводит акцию «Путин, палач Беслана», показывает, из какого окна, откуда залетела граната, выпущенная из огнемета «Шмель». То же самое, но уже более развернуто, я бы вам хотел показать из интервью, которые есть на канале «Чеченский след», «Рязанский сахар». Здесь есть моменты судебного процесса, где непосредственные участники, заложники
рассказывают про то, что там происходило. Прошу внимания. От чего произошел? Вот вы знаете, там какая картина была. Невозможно было там что-то. Вот просто взрыв прогремел, и все черное. Что взорвалось? Взорвалось то, что было Вот эти самолеты. вход в школу с левой стороны, вот этот детонатор. Вот эти самодельные взрывные устройства? Которые в середине висели. Это взорвалось? Они тоже от взрыва отлетели, но не это взорвалось. Потому что в корзине Видите? оставалось вот это вот еще самое. Видите, никто не взрывал, когда начался штурм. Вообще штурм не ожидали. Сейчас вы услышите, дальше будет рассказ. Штурм, как бы, никто не планировал сам себя взрывать, тем более убивать женщин и детей. Люди собирались договориться, рассчитывали, что будет договор с Россией. Но Путину важна только своя шкура, своя старая гнилая шкура. Вот что ему важно. И в ходе, где тренажерный зал, там вот шведская стенка, вот эту вот на этой стенке, которая была взрывное вот это самодельное устройство, они остались без, не взорвались. Помните, что внутри взрывы раздавались? Внутри, да. Второй и третий, когда был, это были глухие взрывы. Внутри, сзади. Да. После третьего все вот это началась, вот беспорядочная стрельба. И после третьего, вот в этот момент уже потолок начал обрушиваться. Сразу. А пожар там был? Пожар, я посмотрела в один угол, в сторону тренажерного, и там с пола до потолка все горело. Я про себя думаю, а где же эти пожарники, почему их так долго нету? Я вот это про себя подумала. Уже огонь приближался к нам. А примерно во сколько вас вывезли из здания? Меня вынесли где-то, я не помню, где-то в 4, полпятого. Где-то в 4, полпятого, да? А пожар был там? Пожар сильный. От чего? От чего? От того, что стреляли огнеметами. Кто стрелял? Сказали, спецслужбы. Есть одноразовые, которые используешь один раз, и потом надо... Вас допрашивают не как специалист. Так вот по гранатометам. Как свидетели, вас спрашивают, вы слышали или не слышали? Ну не надо нам сейчас историю гранатометов рассказывать. Я к тому, что я Нет, вы могу ответьте конкретно оценить... на вопрос. Если вы слышали, скажите, слышали. Это было первые два выстрела А были... историю создания гранатометов, она нам не нужна абсолютно. Первые два выстрела были однозначно гранатометные или огнеметные. Вот эти. Стрелявшего? Нет, конечно. Но вот судя по дыму, это было, значит, где-то в районе именно чердака. В северной части чердака спортзала это первый взрыв. А второй, я так думаю, когда мы уже приблизились к школе до третьего взрыва, пролом под окном был уже. Это не по причине третьего взрыва этот пролом образовался. Пролом уже был, через него бежали после второго взрыва, уже бежали через него. Взрыв был второй. И потом я смотрел, стена, два кирпича, она вывалилась наружу. Вот. А пол у стены целый. То есть если бы взорвалась бы бандитская мина, которая вырвала двухкирпичную такая, два кирпича, там кладка, она вывалилась наружу, то на полу образовалась бы значительно такая большая воронка. Там нету воронки, разлома. То есть это было, я думаю, это был результат второго взрыва. Вот. А потом был третий, а потом их было много, никто их не считал. Последующий. Это был первый взрыв, потому что когда я выбегала, я перешагнула сама через Лидию Александровну, она лежала на полу тоже с открытыми глазами. Я помню, что даже наступила на руку ей.
И вот, я не знаю, это какой взрыв был, но меня выкинуло волной с сыном на улицу, через там еще стоял стол, а девочка оторвала с рук. Мы вдвоем выбежали. На кнопке он даже ногу не отпустил с кнопки. Вот, одна женщина, это там находилось сотни свидетелей, сотни. Обсуждать, что там кто это мог сделать, кто это не сделал, это даже вообще сейчас в данный момент это даже неуместно. Но все-таки российская лживая пропаганда и разные вдуди и мдуди там разные рассказывают, что все-таки это возможно, это террористы там что-то намутили и так далее. Нет, ничего подобного. Нисколько не оправдывая террористов, я возлагаю полностью и в суде, в Страсбургском суде, в Европейском суде по правам человека, вина полностью возложена на российскую сторону. И вот сейчас девушка рассказывает, одна рассказывала, откуда залетело, сотни людей видели, откуда что залетало. И вот девушка рассказывает, что человек, который сидел на кнопке, там парень стоит, поставив ногу на кнопку, на книжку, в которой вот эта кнопка так называемая, которой прикреплены, подсоединены вот эти взрывные, самодельные взрывные устройства, что он ничего не сделал, он сразу погиб. Он как сидел на этом, он так и погиб. Явно вот так вот, как я вижу вас, я вот так и вижу. И на кнопке я еще посмотрела, если, говорю, он кнопку отпустил, значит, говорю, мы тут все взорвемся. Но он сидел на кнопке полностью. Вот как он сидел на кнопку, так он и остался, он ногу не убрал оттуда. Я кого увидела первый, это был, вот он сидел на книжке, вот как он сидел, глаза были открыты, и лицо было в мелких осколках. Вот так он и сидел. Я не знаю, жив он остался или нет потом. Внимание, послушайте. Они между собой должны быть. Они не должны были. Вот эти, по крайней мере, соединены были между собой. Какая-то цепь. Нет, там цель была вообще, там напутана была. Как вы видите, взрывчатые вещества, начиненные подшипниковыми шариками, там еще какими-то железяками, они сохранены. Запись происходит 3 сентября 2004 года в 17:49. То есть сразу же в тот же день после только вот штурма, да, утром был штурм, и вот к вечеру уже эксперты обсуждают. И послушайте, что они говорят. Если произошел бы взрыв вот этих самодельных взрывных устройств, то шарики и вот эти арматуры, обрезанные куски железа, они должны были внутри вот разлететься и оставить ну, просто огромное количество шрапнели, следов от этих осколков. Но их нет. Есть только взрыв залетевшего огнемета, который сжег все. И потом, после обстрелов, дальше будет ясно, обстрел обвалилась крыша, которая уже горела от взрыва огнемета. Люди раненые, уставшие, во-первых, 3 дня находившиеся в тяжелом стрессовом положении, которых ограничивали в еде, в воде, в сне, уставшие люди, и далеко не мужчины, это слабые люди, женщины взрослого возраста, дети. Эти люди были очень обессилены. И во время этого штурма, вот этого террористического акта со стороны уже России, эти люди, кто-то раненый, кто-то в дыму, кто-то просто испуганный, не могли пошевелиться и ждали развязки. И в этот момент загоревшаяся крыша от огнемета, на которой были пластиковые вот эти крепления, вот, которые покрываются потолок и стены, да, они начали плавиться, и они начали на людей, вот эта пластмасса плавилась и падала на людей. И потом произошел взрыв, выстрел из танка, который обрушил всю крышу. И получилось, вот эти люди были зажаты вот этой горящей крышей, большими тяжелыми брусьями,
деревянными, которые горят и навалились. Там был просто ад, устроенный путинскими террористами. Послушайте внимательно. Если внутри помещения была бы взрыв, вот этих, вот, смотрите, вот шариков были. Мы буквально под это, где вот взрыв произошел, как они говорят, мы вытаскивали детей, нет, ну, видимо, у них осколков нет, потому что это оглохло, они это, да, это поэтому осколок пока помещение не было взрыва. Не было взрыва от помещения, не было взрыва. Взрыв был от того, что залетело снаружи вовнутрь. Так, дальше я вам хочу еще показать. На этом мы должны развернуто подойти к этому вопросу. Сейчас, одну минутку. Одну минутку. Так. Ну, еще вам одно видео. Тоже с канала «Чеченский след Рязанский сахар». Видео содержит фрагмент показаний потерпевших. Следствие утверждало, что все заложники погибли от рук террористов. Но с каждым днем общественного расследования в Беслане все отчетливее проступала совсем другая картина. Главной целью спецоперации было именно уничтожение террористов, а не спасение людей. Мы все рядом сидели, мы сидели вот так рядом. И когда вот этот первый взрыв произошел, во-первых, он произошел внезапно, никто этого не ждал. Что взорвалось? Взорвалось снаружи, залетело что-то, потому что был пробит вот так потолок спортзала, угол, прям вот так углом был пробит, он уже чуть-чуть горел. И вот так он залетел, и недалеко от нас произошел первый взрыв. Значит, что-то залетело снаружи, да? Да. А еще вот... таким огненным шаром, я вот это еще запомнила тоже. Подняла голову. Огненный шар, это огнемет. Вот, как сказали предыдущие, зал был полностью, все лежали. Уже там и мертвые были, уже я там видела ребенка, который был полностью обугленный ребенок. И я когда это все увидела, это страшная картина. И я про себя думаю, где мои дети, Скажите, а второй взрыв, что взорвалось? А второй взрыв я тоже не поняла, что это было. Но факт то, что когда старшего я уже не увидела, а младший вот так передо мной лежал. И я его стала щупать и спрашиваю, Ашаник, ты живой? А он говорит, да. И я уже на радостях, я думала уже все, взрывов не будет. И на радостях присела на корточки и посадила его к себе на колени. И вот как я его только посадила, произошел рядом же опять взрыв. И мы опять полегли. И опять лежим, я его щупаю, но уже чувствую, что дыхание уже не такое. И опять вот затишье между взрывами. И я его уже подняла. Это кошмар. Второй взрыв был тоже в недалеко, зала, нет, или где-то в углу? Нет, в конце зала, вот где в конце сидели, зала? Да. В конце зала, да. Взрыв был. Но это извне залетело? Второй взрыв, или я уже... там внутри уже взорвалось? Второй взрыв, я не могу вот это сказать. Первый-то я как-то заметила. И там был пробит потолок. Понимаете, если бы внутри взрывчатка взорвалась, там бы потолок не пробился. Вот третий, вот здесь назвали сняли, потому что 3,5 метра, ну кто приедет, попробует. А они между собой должны... Они
Так, это то же самое, то, что я вам только что показывал. И уже края горели. Сейчас. А он был пробит вот так углом, и уже края горели. И вот как вот залетело вот это огромное, как шар, огненный шар. И вот этот взрыв, ой, кошмар, я не знаю. А четвертый взрыв уже произошел подальше от меня, ой, третий взрыв. А четвертый взрыв я уже лично сама видела, я перебралась в угол со своим мертвым сыном, ближе к выходу к школе, перебралась туда в угол. И там села на мертвую женщину и смотрю, надо мной что-то горит. Посмотрела, а там вот эта взрывчатка загорелась, вот эти круглые взрывчатки, которые возле этой баскетбольной сетки висели. И я когда это увидела, у меня уже такой страх появился, это ужас один. И я своего сына ложу на эту женщину мертвую, а там рядом с проходом в школу, в коридор, еще комната была тренерская. И я тогда туда забежала. Туда забежала. Вы одни или с сыном? Нет, старшего я вообще не видела, куда он делся после первого взрыва. И я когда туда забежала, там лежали соседка моя мертвая уже была, Вера Даурова, и мужчина мертвый лежал. И еще забежали две женщины с ребенком. И вот как мы забежали, сразу произошел вот этот взрыв. И мы там сидели, пока вот это все осыпалось все, и я слышу, вот с этого коридора кричит боевик: отходим, а там еще было два боевика, один сидел вот где блокированная дверь была заблокирована, он отстреливался, а другой возле тренажерного зала. И я так выглянула и смотрю, они встали и побежали, и ушли в проход. Так, далее, это еще не все. Вот еще одно видео, тоже очень важное, которое нужно, чтобы осталось вот в кадре. Это один из бойцов спецподразделения, я так понимаю, «Вымпела», который принимал участие в штурме этой школы. Там было много разных, военные были, полиция была, ФСБ, спецназ, там разные нагнали всех и вся. И их задача была войти в школу и вывести оттуда людей. Но, судя по тому, что сейчас нам рассказывают, 3 снаряда огнемета в один спортзал, битком набитый женщинами, детьми. Здесь только одно объяснение. Хотели не просто убить всех боевиков и так далее, хотели убить как можно больше людей. Я не знаю, это дар какому-нибудь сатане, преподнесение жертв, да, сатане, и удовлетворение своих каких-то садистских, я не знаю, нечеловеческих, как он сам себя и назвал, Путин, бешеного зверя, вот эти свои потребности какие-то удовлетворить. Я просто не понимаю. И это великий президент России. Вот все, что вам нужно знать. Великий русский революционер. Его труп лежит на самой главной площади в центре столицы России, которого там протирают тряпочками. Это человек, который убил миллионы русских. И великий русский последний нано-царь Путин, который точно так же убивает людей просто для того, чтобы, начиная со взрывов своих же граждан в 1999 году. Это невероятно. Я не хочу жить с такой страной в одной стране. Я не хочу вообще ничего иметь общего с такой властью, с такой империей. Мне это не нужно. Слава Богу, что у нас есть своя страна, и мы можем хлопнуть дверью и уйти. Жалко других, которым предстоит еще возиться с ними. Так, давайте послушаем, что говорит спецназовец о тех событиях, которые там были. У главного пропагандона России Соловьева в гостях он. Внимание. 13 контуженных ходит, а боевики со второго этажа простреливали спортзал. Доложил
руководству, что гром, я атом, в спортзале боевиков нет. Так, я думаю, мы вернулись в эфир. Так, напишите, если мы вернулись. Второго этажа простреливали все. спортзал. И поэтому приходилось ползать по телам, вытаскивать вот этих грузных женщин, которые просто были не в силах передвигаться самостоятельно для того, чтобы их можно вывести в безопасное место. И вот я всех в раздевалку вынес, кого увидел, а в раздевалке окон не было, там безопасно для них было. Доложил руководству, что гром, я атом, в спортзале боевиков нет, живых нет. Пошел работать дальше по школе. Ну, вот так вот ситуация тогда складывалась. Так, мы не зависли, господа? Не зависли. Согласно позиции официального следствия, отправной точкой для начала штурма стал взрыв самодельной бомбы, закрепленной террористами в баскетбольном кольце в северо-западной части спортзала в 13 часов 5 минут. Эта официальная версия держалась долго, она держалась 4 года. Эта версия стояла насмерть следствия, и более того, оно легло в основу обвинительного заключения над террористом Кулаевым. Это официальная версия, что первый взрыв в кольце взорвались, второй взрыв под окном или на окне. Однако показания в суде десятков заложников расходились с тем, что утверждало следствие. Многие из них говорили о том, что первый взрыв случился вовсе не в баскетбольном кольце, а в противоположном конце зала под крышей. От этого взрыва в крыше образовалась дыра, через зал пролетел огненный шар. Они говорили, что первый взрыв прозвучал на потолке над входом, который ведет со школьного двора в спортзал. То есть от места первых взрывов, которые указывало следствие, на расстоянии 18 метров. Это огромное расстояние. В ходе заседания, судебного заседания, вдруг обнаружилось, что ни одно взрывное устройство, установленное боевиками в момент первых двух взрывов, которые прозвучало в 13:03-13:05, не взорвалось. Не взорвалось. Взрывное устройство. Ваше мнение, что это все могло спровоцировать? Почему это началось? Мне лично кажется, что вот все началось с того, когда подъехала МЧС забирать трупы. Все началось оттуда. Потому что я боковым зрением видела, что что-то в коридоре произошло. Там они засуетились, забегали. Кто-то вот забежал даже в зал, кто-то вот бежал. Вот что-то все-таки в коридоре произошло. Боевики засуетились? Да, именно боевики. И мне почему-то кажется, что это все произошло, когда подъехали МЧС забирать трупы. Видимо, свет отключили. Это, скорее всего, наверное, был тот момент, что действительно был отключен свет. И вот у них какая-то паника. И в зале остались 2-3. Один на главном входе, другой вот со стороны тренажерного зала на входе и вот на пульте.
другие куда-то исчезли. Как мы слышали из письма Басаева, есть выжившие в этих событиях, есть выжившие в этих событиях люди, которые непосредственно, я очень надеюсь, будут в суде давать показания, хотя это опасно для них, они могут быть как и террористами тоже признаваться, но в любом случае есть свидетели, которые непосредственно находились в школе со стороны захватчиков школы. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Я, конечно, хотел бы услышать ваше мнение, может какую-нибудь информацию какую дадите. Хамзат Гилаев сказал, что были тубасы от огнеметов «Шмель», пустые вот эти трубы от выстрелов к огнемету «Шмель». Да, они были, есть фотографии, это все имеется в интернете. На том же сайте «Правда Беслана», сайт «Правда Беслана», я вам этот сайт закину сейчас прямо сюда, а потом под этим видео тоже размещу. Все, кто хочет ознакомиться, ничего придумывать не надо. Огромная работа проведена мамами, женщинами, людьми, которые были заинтересованы в установлении истины по этому делу. Сайт называется правдабеслана.ру. Предлагаю вам посмотреть. Так, пойдемте почитаем ваши вопросы. Да, время у нас уже в принципе истекло. Что-то я вам еще хотел показать и рассказать. Так, одну минутку. Вот очень важный момент. Как мы знаем, во время этих событий, бесланских событий, трагических событий, 16 лет назад, именно госпожа Симонян, которая сейчас возглавляет Russia Today и занимается массовой пропагандой за большие деньги, между прочим. Эти люди со своим мужем Киасаяном, вот эта чета, армянская чета, стала миллионерами, долларовыми миллионерами, очень состоятельными людьми они стали. Но стоит напомнить, что именно Симонян на главном телеканале страны назвала лживую цифру 354 заложника. На самом деле их было более 1100 человек. И соврала про то, что террористы не выдвигают никаких требований. Песков командовал информационным обеспечением теракта. С этого вранья началась их карьера. Запомнили? Пресс-секретарь Путина стал пресс-секретарем Путина после того, как занимался информационным прикрытием этого террористического акта. Симонян стала миллионершей, известной журналистом, или кто она там, медиапродюсером, после того, как нагло солгала, что 354 заложника всего там находится. И я помню возмущение тех людей, которые очень, родственников, которые очень возмущались этой цифрой, потому что 354 в такой большой школе быть в принципе не могло быть. Таких людей, так мало людей. И завершая, хотелось бы вам показать фотографии детей, про которых не ставят памятники в центре Брюсселя или где там поставили памятник мальчику, который пострадал в этой школе Беслана. Их родственникам и родителям не выплачивают по $100 000 и больше
3 миллиона, 5 миллионов там рублей получили. Потом много лет лечат некоторых осетинских детей. Уже на протяжении вот этих 16 лет оказывают какую-то медицинскую помощь. Не только российские власти, да, чтобы заткнуть им рты, выделились большие деньги, но и международные организации, которые очень сильно помогают. И спасибо им большое, что помогают осетинским детям. Я вам покажу чеченских детей, которые памятник никому не поставили. 225 школ, каждые 3 дня 2 школы. Каждые 3 дня 2 школы происходили в течение года на территории Чеченской Республики Ичкерия. Я вам покажу немного для того, чтобы не показывать всех ужасов, просто чтобы вы понимали, что происходило с чеченцами в Чечне. Огромное количество людей, огромное количество детей было убито. В 95 году, в 95-м, по-моему, или в 6-м, я могу сейчас ошибаться, был нанесен удар по населенному пункту, где вчера в эфире, позавчера в эфире Хусейн Исханов об этом говорил, где проживали родственники Шамиля Басаева. Шамиль Басаев 96 год и 2004 год. До Бесланской трагедии еще 8 лет. За один день 14 родственников Басаева, в основном дети и женщины, погибли за один день. Только у одного Басаева. Это только известный человек. А сколько погибло тех, я вам сообщил, 42 тысячи детей погибло чеченских. Нету разницы между осетинскими детьми или чеченскими, или русскими, или еврейскими, или немецкими. Нет никакой разницы. Бог создает одинаковых, и мы учим их религии, мы учим их языку. Если мы не будем их учить вообще никакому языку, этот ребенок не будет знать вообще никакого языка. Если не научим, как поклоняться Богу, или вообще не верить в Бога, мы его научим, он не будет верить в Бога, или со временем только начнет верить, когда осознает и подрастет. Дети – это самое сокровенное, что есть у человечества. Это наше будущее. И несмотря на то, что в 1999 году Путин взрывал с Патрушевым своих женщин, детей и стариков, он посягнул на осетинских женщин, детей и стариков. И не обращайте внимания на те деньги, которые вам дали осетины, тем родственникам, которым дали. Эти деньги не восстановят вот этим матерям их детей, которые погибли. Знаете, осетины, никогда вы не будете жить спокойно с ними. Вас всегда будут использовать как в геноциде против ингушей, и вас будут всегда натравливать на других, на третьих, как это делают на форпост России, на Закавказье, Армения натравливается на Азербайджан, вас натравливают на других, третьих. Как сказал Шамиль Басаев, с вашей территории поднимались самолеты и все войска отправлялись. Там пытали наших людей, задерживали, увозили, судили, незаконно судили. В Моздоке, во Владикавказе. И вас использовали. Это можно было делать легко, уважаемые осетины, делать в Ставрополе в том же. И в Пятигорск увозили, в Ставрополь. Но почему-то русский регион трогали меньше, чем не русский регион. Это для того, чтобы между нами была вражда. Потому что ваша республика при молчаливом согласии вашего народа позволили убить 300 тысяч наших граждан, совершить геноцид. И ни вы,
ни дагестанцы, ни кто-либо другой, который проживает и принимал в этом участие, не оправдывает, даже какое бы большое преступление не совершено против вас террористами, оно не оправдывает вас и не снимает вину с вас перед чеченским народом, которое было совершено в таком массовом масштабе. И вы все молчали. Но вы молчали не только, когда нас убивали. Вы молчали, когда убивали вас. И самое святое, сокровенное ваших женщин и детей. Делайте выводы. Дай Бог, чтобы больше не было этих смертей. Дай Бог, чтобы мы смогли привлечь к ответственности военные и политические силы России, уголовной ответственности за те массовые преступления, которые совершены на территории Чеченской Республики Ичкерия, Северной Осетии, Алании, Ингушетии, Дагестане, в России и в других регионах России. Также Чеченской Республики Ичкерия, в других странах, в Грузии, в Украине, в Сирии. Невероятно по масштабу и жестокости геноцид, который устроил Путин, проводя учения. И вы никто, россияне, не сказали слова. Ну, за малым количеством людей. Вы все молчали. Когда ваш Путин сказал, что в Сирии мы проводим учения, вы все молчали. Вот насколько нужно деградировать, чтобы, уничтожая, ведя войну, ваш президент называет это учениями, и вы молчите. Насколько нужно деградировать? Но русские, это русские, им жить в России, в Москве, там где-нибудь на Дальнем Востоке. А нам, осетинам, чеченцам, русским, проживающим на нашем Кавказе, нам всем ингушам с осетинами придется жить в мире, хотим мы этого или нет. Так же, как нам придется жить со ставропольчанами в мире. Нам всем придется в мире. И есть одна кавказская нация, как говорил Абдурахман Авторханов. И мы должны жить все, кто проживает на Кавказе, как есть европейская нация, уже сформировалась, как европейская, формируется, практически уже сформировалась. Должна быть и есть кавказская нация, с похожей культурой, с похожими обычаями, с похожими традициями и с одинаковыми ценностями человеческой жизни. Что не скажешь об имперской фашистской России. Я желаю мира всем на Кавказе, я желаю мира всем в Украине, в Сирии, в России русским я желаю мира. Но мы должны вместе, сообща, люди, которые понимают, что происходит, и не согласны с этим, вместе, сообща, решить эту проблему. Но для этого мы должны сказать, сперва было слово. Сперва мы должны открыто, честно друг другу признаться. Да, виноваты чеченцы, признаем эту вину. Виноваты русские, должны русские признать эту вину. Осетины должны признать эту вину. Все, на этом наш стрим заканчивается. Всего самого хорошего. И дай Бог, чтобы никогда больше мы не увидели ни одной детской слезинки или детской смерти. И все будет Ичкерия. Всего хорошего, до свидания. Ассаламу алейкум. Бюсти кёль масейда.